Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. С реализацией национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Якутии в минувшем году значительно улучшилась ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Подробно о том, что из себя представляет этот проект, и не только, поговорим с гостем студии Владимиром Сивцевым, министром транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немножко сначала окунемся назад, 2025 год. С какими итогами завершили мы работу по дорогам? В 2025 году все планы, которые были запланированы, были выполнены в части ремонта и реконструкции региональных и муниципальных дорог в рамках национального проекта. Большое спасибо подрядным организациям, в целом муниципальным образованием, всем дорожникам. Планы порядка 116 километров дорог по республике, в том числе плюс порядка 9 километров по малым агломерациям. Малые агломерации с прошлого года из наиболее узнаваемого проекта, национального проекта безопасной качественной дороги. В прошлом году началась реализация именно национального проекта «Инфраструктура для жизни». И вот малые агломерации вошли в национальный проект, и там порядка 9 километров было отремонтировано по 4 нашим крупным городам: Алдан, Нерюнгри, Ленск, Мирный. И, к слову сказать, если забегая вперед, то и в этом году уже, в 2026 году уже планируется порядка 16 километров, это по 4, по 5 улиц в каждом городе заасфальтировать, отремонтировать, заасфальтировать. 116 километров дорог — это же внушительный результат, насколько я понимаю. Неплохой результат. Дело в том, что сейчас нужно отметить, что в связи с изменением ГОСТа, нормативов, объекты становятся более капиталоемкими. И с учетом текущих проблем с недофинансированием, в том числе, дорожные организации испытывают, к сожалению, финансовые трудности, и не всегда получается что-то сделать именно в срок, но тем не менее подрядчики за счет внутренних резервов свои планы за 2025 год выполнили. Это не может не радовать. Владимир Михайлович, один из самых узнаваемых национальных проектов безопасной и качественной дороги с прошлого года получил новую жизнь отчасти, преемственность в рамках уже нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Что кардинально поменялось, я так понимаю, кроме названия нацпроекта, какие новые ориентиры добавились? Отличительная особенность нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» — это то, что он связан с ранее действующими другими проектами, такими как жилищное строительство, социальные объекты, да, то сейчас приоритет в рамках национального проекта отводится как раз-таки в комплексе для новых жилых микрорайонов, строящихся социальных объектов. То есть приоритет для ремонта и приведения в нормативное состояние дорог, он направляется как раз-таки на приведение в нормативное состояние именно подходящих к этим объектам дорог, то есть прилегающих к этим объектам дорог. То есть можно сказать, что нацпроекты теперь они идут сами по себе параллельно, они теперь очень тесно связаны между собой, строим дома, строим дороги. Безусловно. В том числе и туда входит и общественный транспорт. Это не может не радовать. Если конкретно по планам на этот год, что планируется в рамках нацпроекта? В этом году по региональным дорогам порядка 87 километров будем приводить в нормативное состояние. В основном это опорная сеть, это региональные дороги Мухтуя между Ленском и Мирным, это региональная дорога Амга, это региональная дорога Нам. По малым агломерациям, еще раз повторюсь, 4-5 улиц практически в каждом городе, крупном городе.
И по городу Якутску это наиболее значимые объекты. Э, Не могу не остановиться. Это, безусловно, улица Хабарова, перекресток Хабарова, Ярославского, Ефимова и, соответственно, непосредственно сама улица Ефимова. То есть, 203. да, подъезды к 203-му микрорайону. Задача стоит начать и завершить в этом году. Надеюсь, мы справимся с этой задачей. Еще один большой пласт работ 50 лет Советской Армии, улица, насколько я понимаю. Какие-то работы были там начаты. Конечно же, как всегда, это вызвало массу недовольства, потому что дороги перекрывались. Какой там фронт работы? 50 лет Советской Армии действительно такой очень серьезный и капиталоемкий проект. В прошлом году были проведены работы по перекладке сетей, в том числе газоснабжения, водоснабжения. И в этом году планируется, соответственно, уже по большому счету, основные ремонтные работы, то есть отсыпка, укладка первого слоя асфальта. Но напомню, этот объект у нас завершается только в следующем, 2027 году. Это в том числе тоже связано с недостаточным финансированием. График, к сожалению, финансирования такой. Еще раз повторюсь, очень капиталоемкий объект, но, соответственно, в этом году планы в том, что уже первый слой асфальта там будет. Ну, это очень хорошо, потому что то, что там было до этого, дорогой, конечно, назвать очень сложно. Вы упомянули дорогу Мухтуя, Ленск-Мухтуя, вот эта многострадальная, часто обсуждаемая. Какой фронт там тоже будет выполнен? Насколько я понимаю, там же и крупные промышленные компании как-то в свое время подключались, не знаю, подключились или нет. Потому что они же являются... По дороге большей частью. Мухтуя порядка 25 километров в этом году планируется реализовать. Есть несколько участков дорог, плюс планируем приступить к ремонту одного из мостовых переходов, установку автоматического пункта весогабаритного контроля. В большинстве своем, так скажем, все проблемы этой дороги связаны с превышением предельно допустимой нагрузки на оси, соответственно, интенсивности движения. Соответственно, в этом году будет введена ПВГК, и нужно отметить, что с недропользователями мы тоже отработали, и, например, Газпромнефть Заполярье, они готовы, и Газпроминвест в том числе, они уже берут на себя отдельные участки, примерно по 10, по 20 километров ничего себе. этой дороги на содержание за счет собственных средств. Это я к чему веду? К тому, что с прошлого года дорожный нацпроект распространился еще и на малые города. Вот, Ленск мы обсудили, в том числе и дорогу Мухтуя. Есть еще у нас Мирный, Нерюнгри, Алдан. Какие там успехи и планы? Нужно сказать, что да, в первый год не все муниципалитеты были готовы, особенно Нерюнгри, но в целом нужно сказать, что все планы, которые были заложены, они все выполнены. И, например, если в Нерюнгри в прошлом году сделали только одну улицу, то в этом году уже 4 улицы будут приведены в нормативное состояние. В целом 16 километров закладываем на этот год по всем 4 городам. Это, если брать по улицам, то это достаточно много. Практически говорю, что по 4-5 улиц в городе. И в целом по итогам национального проекта улично-дорожная сеть должна быть приведена в нормативное состояние не менее 85% всей протяженности. В целом у нас же проводится большая работа по поддержке муниципалитетов по строительству, ремонту дорог. Как вот там идут дорожные работы, что планируется? Я понимаю, что мы не едины большими крупными городами нашей республики. Есть у нас и города, и села поменьше. Их тоже нужно строить, тоже нужно там ездить. Очень важная тема. Мы уже на протяжении нескольких лет стараемся
Не забывать наши отдаленные населенные пункты, муниципалитеты. И в рамках конкурсного отбора предоставляем субсидии из Дорожного фонда. И в прошлом году было введено 111 километров только муниципальных дорог. В некоторых населенных пунктах, в районных центрах, в некоторых населенных пунктах вообще в целом впервые появился асфальт, а в некоторых районных центрах практически вся значит, центральная часть поселка, соответственно, была заасфальтирована. И эту практику мы продолжаем. В конце декабря провели новый отбор и, соответственно, сейчас запущен проект по распределению еще порядка 900 миллионов рублей только на этот год. И в этом году также мы планируем около 100 километров также по всем населенным пунктам внести. Особенно это касается очень, если говорить о значимых объектах, это объекты и к крупным республиканским мероприятиям, это ремонты центральных улиц, которые, наверное, уже в нынешнее время не должны быть там в грунтовом исполнении и в пыли и так далее. Отдельно хотел бы по национальному проекту тоже отметить, что большое внимание было уделено безопасности дорожного движения. В прошлом году порядка 14 километров по наружного освещения было восстановлено. Значит, дорожные знаки, барьерное ограждение. Надо сказать, что в прошлом году мы приняли также для себя программу, 5-летнюю программу по установке наружного освещения вдоль региональных дорог, которые проходят вблизи населенных пунктов. Порядка 85 километров значит, этих дорог будут, вдоль этих улиц будет установлено наружное освещение. Владимир Михайлович, в заключение спрошу, наверное, про самое приятное, самое масштабное событие января. Прибыли у нас Волгобасы, очередная партия новых автобусов. Чем отличается, какие планы у нас по обновлению общественного транспорта? Там появились валидаторы, какое-то новое исполнение. 50 современных автобусов. Это проект, который значит, над которым мы работали в течение 2025 года. Вместе в рамках национального проекта, в том числе с привлечением льготного финансирования ВЭБа, с лизинговыми продуктами ГТЛК. Программа реализуется и будет продолжена обязательно. Она реализуется в рамках, также еще раз повторюсь, национального проекта при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. Автобусы более вместительные, чем те, которые сегодня ездят. Пазики. Пазики, да. Приобрели их частные перевозчики, которые объединены в некоммерческое партнерство «Союз Авто». И еще раз повторюсь, маршруты как раз-таки наиболее востребованы. Там 5, 7, 12, 41 и 18. Данная программа будет продолжена. Мы в ближайшие 3 года планируем еще приобрести порядка 124 автобусов. В целом на республиканском уровне принята программа 5-летняя, которая также предполагает обновление и модернизацию парка общественного транспорта не менее 85% в целом, соответственно. И мы продолжим эту программу. Автобусы себя хорошо зарекомендовали, имеют в том числе и кассовые аппараты, которые принимают и наличие. Но я здесь думаю, отзывы горожан, отзывы водителей сыграли самую главную роль. Владимир Михайлович, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.